приюте ребенок должен чувствовать себя как дома. С визитом в Сибая побывала уполномоченная по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова. Театр драмы имени Руслана Мубарякова открывает 87-й театральный сезон. Премьера спектакля «Мужавир Хазрят» идет с аншлагом. «Медведи рядом». Съемочной группе ГТРК «Башкортостан» удалось заснять хищников возле озера Талкас. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня с рабочей поездкой в нашем городе побывала уполномоченная по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова. В план ее визита были включены встреча с руководством Сибая, прием граждан, участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и посещение социального приюта для детей и подростков. В сопровождении заместителя главы администрации по социальным вопросам Гузели Шимгуловой Милана Скоробогатова посетила социальный приют для детей и подростков. На данный момент там проживает 21 ребенок. Уполномоченная по правам ребенка побывала в группах, игровых комнатах, ознакомилась с работой медпункта и кухонного блока, после чего пообщалась с коллективом учреждения. Главное, что обсуждалось в ходе визита, это необходимость переустройства приюта в дом семейного типа. Каждый ребенок должен чувствовать себя как дома, а помещение группы должно напоминать квартиру, в которой проживает многодетная семья, отметила Милана Скоробогатова. Гостья подчеркнула, что у приюта есть полезный опыт работы с детьми, но есть и моменты, над которыми можно и нужно поработать. Так, только в ходе сегодняшнего диалога у присутствующих родилось несколько идей, которые решено воплотить в жизнь. Удивительно доброе учреждение, удивительно думающие профессионалы работают в данном приюте. Я благодарна той команде, которая сложилась. И я думаю, это как раз яркое подтверждение тому, что Министерство семьи в Республике Башкортостан, а именно к этому министерству относится данный приют, имеет очень интересное, думающее профессиональное учреждение, в котором я сегодня готова подтвердить, дети имеют достаточно хороший уход, заботу и те программы, которые позволят кровным семьям этих детей реабилитироваться. Если этого по той или иной причине не произойдет, то будут подобраны хорошие замещающие семьи, которые смогут жить, работать и выводить этих детей в большую жизнь. В ходе встречи с уполномоченной по правам ребенка в Республике Башкортостан также шла речь об исполнении руководством приюта требований постановления правительства Российской Федерации под номером 481 о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей. Далее Милана Скоробогатова провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних и завершился визит приемом граждан по личным вопросам. Лиана Кириллова, Гульхамитова, Аль-Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. О прошедшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних с участием Миланы Скоробогатовой мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. В Башкортостане собрано 3,16 миллионов тонн зерна, сообщает в Минсельхоз Республики. Зерновые скошены на 80% площадей и обмолочены также на 80%. Меньше чем 10% осталось убрать аграриям Куйргазинского, Стерлибашевского, Белебеевского, Хайбулинского, Абдилиловского, Зилаирского и Белорецкого районов. Хороший темп уборки хлебов поддерживает благоприятная погода, отметили в ведомстве. Средняя урожайность по региону сейчас составляет 22,1 центнера с гектара. Самые высокие показатели по урожайности у хозяйств Чекмагушевского, Стерлитамакского и Мелеузовского районов. В соседнем Баймакском районе предприятия намолотили 133,7 тысяч тонн. По данным специалистов, урожай в текущем году намного больше, чем в прошлом, хотя качество его несколько ниже. Осень радует последними теплыми деньками, но уже завтра станет холодать. На территорию Башкортостана надвигается холодный атмосферный фронт, что станет причиной дождей, порывистого ветра и понижения температурного фона. Сегодня в ночь с 20 на 21 сентября синоптики прогнозируют +6, +11, по северу до +1 градуса. Завтра днем будет 13-18 градусов тепла. В ночь на 22 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-3 градуса. В дневные часы воздух прогреется лишь до 10-15 градусов. В последующие дни такой характер погоды сохранится.
На сцене Сибайского башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова с начала этой недели с аншлагом идет премьера спектакля «Провидец» по повести писательницы Лиры Якшибаевой «Мужавир Хазрят». С этим спектаклем актеры начали 87-й творческий сезон. Герой этой пьесы Мужавир Хазрят жил в Башкортостане в деревне Манхар с 1876 по 1967 года. В памяти земляков он остался человеком удивительной доброты и мудрости, способным насквозь видеть людей и исцелять их от болезней, не поддающихся официальной медицине. Народный целитель был патриотом своей земли и своего народа, призывал беречь природу и избегать действий, разрушительно влияющих на нее. О чудесном старце, обладавшем уникальным по мощности даром целительства и ясновидения, писали не раз. Интерес к личности Мужавира Хазрята растет и по сей день. Поэтому издание книги Лиры Якшибаева о нем несколько лет назад вызвало большой резонанс. Книга, изданная в Сибае, была несколько раз переиздана. К автору многие обращались со словами благодарности. Попытка же поставить спектакль по мотивам данной книги была предпринята впервые. И, судя по полному залу и довольным лицам зрителей, все удалось. Я очень благодарна Сибайскому театру драмы имени Арслана Мубарякова за то, что они решили поставить спектакль по моей книге. Спасибо Дамиру Мазитовичу, режиссеру. Вот сейчас смотрю и поражаюсь. Постановка получилась настолько реальной. Именно так я представляла известного целителя, когда писала свою книгу. Спектакль поставил известный режиссер, художественный руководитель театра драмы имени Арслана Мубарякова Дамир Галимов. Музыку к сценам написал композитор Ильшат Яхин. Художником выступил Айнур Юнусбаев. В постановке задействован практически весь актерский состав театра. Главную роль Мужавир Хазрята исполняет Урал Зайнулин. Пока спектакль увидели сибайские театралы. В ближайших планах у коллектива показать его и ценителям искусства в соседних регионах. Лена Кириллова, Гульхамитова, Алик Кадыров, Гульдина Раскильдина, телекомпания СТВ. А в городе сегодня прошел 5-й межрегиональный конкурс исполнителей «Мунажат». Этот конкурс проводится в целях сохранения редко исполняемого жанра народной культуры, выявления и поддержки лучших исполнителей, привлечения внимания к возрождению живого наследия. В нынешнем году от участников поступило более 40 заявок, в их числе сольные исполнители и целые коллективы. Мунажат – один из древнейших и популярных лирических жанров башкирского музыкально-поэтического фольклора. В переводе с арабского языка означает духовную песню религиозного характера. Тексты мунажата пронизаны философскими размышлениями и имеют большую воспитательную ценность. Как правило, конкурс проводится в 3 номинациях: жанр мунажат, жанр насихат, то есть наставление, и исполнение стихотворных сур из Корана в обработке поэта Маулита Ямалидинова. Несмотря на сложность предъявленных требований, география участников конкурса, как всегда, была очень обширной. В Сибай приехали ценители народного творчества из разных районов республики, также Оренбургской и Челябинской областей. Отрадно, что наряду со взрослыми на сцене выступали и представители молодого поколения. Выступление исполнителей оценивало компетентное жюри, в составе которого известные сказители, деятели культуры и образования. Организаторами конкурса выступили Центр ССНов при Республиканском центре народного творчества, администрация города Сибай и Сибайский колледж искусств. И последнее. Уникальные кадры с медведями привезла из Баймакского района творческая команда проекта «Культурный сезон. Путешествия по Башкирии». На записи видно, как 2 медведя перебегают трассу недалеко от озера Талкас. По словам съемочной группы, хищники появились настолько неожиданно, что оставалось несколько секунд для того, чтобы достать камеру и успеть отснять видеоматериал. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск программы «Атмосфера кино». Хороших вам новостей и увидимся.